Друзья, доброе утро! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И мой хороший напарник Максим Коголев. Максим, отличный день. Сегодня 13 ноября, но не верьте плохим приметам, потому что сегодня есть очень много хороших праздников. Например, как сегодня отмечается именно сегодня День добра. Да. Как говорят врачи, психологи из разных стран, те, кто делают добро и ведут себя по-доброму, у них всегда бывает хорошее настроение, и они всегда в добром здравии. Так что, дорогие телезрители, раздавайте не только виртуальные лайки, но и настоящие. И у вас все будет хорошо. Например, кому-нибудь конфетку бы вручить было бы хорошо. Ну а еще сегодня отмечается Всемирный день слепых людей. И эти люди, как никто другие, нуждаются в проявлении заботы и доброты от всех вокруг. И по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня в мире насчитывается, задумайтесь, более 1,5 миллиарда людей с нарушениями зрения, в том числе и полной слепотой. Также сегодня абсолютно секретная информация. Сегодня свой профпраздник отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты России. Да, вот также такой... самые загадочные специалисты, сотрудники службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России. Пока ничего не известно, чем они занимаются. Я вам этого не говорил. Ну, а сегодня, друзья, оставайтесь с нами. У нас будет очень насыщенный эфир и будет полезен для тех, кто мечтает открыть свой бизнес. Сегодня мы поговорим о соцвыплатах, о страховых выплатах, которые индивидуальные предприниматели должны перечислить к концу этого года, до 31 декабря. Еще мы поговорим о том, как открыть семейный бизнес и как его развить. Ну и в самом конце передачи у нас будут особенно интересные гости. К нам приедут потомки из Америки, потомки известнейшего российского этнографа Ильи Самуиловича Гурвича. Надо сказать, что в свое время он открыл Оленёкскую школу, и у него огромнейший послужной список его работ. Так что у вас замечательный шанс задать свой вопрос по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. А то, что нас волнует каждый день, это и погода. Каждое утро, да. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заречные улусы в 6 часов утра минус 22, минус 33, днем минус 22, минус 30, в южных минус 26, днем минус 24, 25, в Вилюйских улусах минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28, в Нижнеленских минус 30, минус 38, они сегодня лидируют по холоду. Днем у них ожидается минус 31, минус 35. В западных минус 24, минус 37, днем минус 22, минус 30. В Колымо-Индигирских улусах минус 11, минус 22. Днем минус 7, минус 20. У них теплее всего. В Янских минус 17, минус 27. Днем минус 18, минус 23. На северо-западе минус 26, минус 43. Днем минус 24, 38. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 26-28 градусов холода. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. И днем ожидается минус 22, минус 24. Ну, минус 22, минус 24 не так страшно, если с утра вы успели позавтракать. Ты завтракал, Максим? Ну что ж, сказать правду или нет? Ну, как есть. Хлеб кушаешь по утрам хотя бы? Конечно. Ну, у нас есть такой замечательный хлебушек от Немегунского хлебозавода. Друзья, даже если вы следите за фигурой, видимо, Максим, следишь, если не завтракаешь, этот хлеб вам все равно подойдет, потому что он изготовлен с кефирной закваски. Он очень низкокалорийный, 200 калорий, то есть буквально, ну, руками не буду трогать, потому что, ну, не стоит, да? Ну, значит, но буквально в 3 есть кусочках, сколько да. угодно. Ну, ты можешь сколько угодно, ты у нас Ну, стройную, а девушкам хватит 2 кусочков с утра, и можно даже с маслицем, будет приятно. Друзья, ну, хочется еще напомнить, что у нас идет сбор писем с фронтовых линий от ваших родственников и предков. Компания НВК «Саха» готовит совершенно уникальный проект, который будет посвящен 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Отправляйте нам ваши письма, сохраненные семейные реликвии, и вы узнаете, что весной, какой будет у нас проект замечательный. Ну, естественно. Ну,
Время не стоит на одном месте, и далеко в прошлом остались те периоды, когда приходилось из организации в организацию ходить со флешкой, чтобы передать какую-то информацию. Теперь интернет становится все более и более доступным. Например, на днях состоялось торжественное открытие высокоскоростного интернета в селе Толон Чурапчинского района. Давайте посмотрим. В селе Тулон Чурапчинского района торжественно подключили к высокоскоростному интернету первые социально значимые объекты. Это среднюю общеобразовательную школу и фельдшерско-акушерский пункт. Первым объектом, первым населенным пунктом Министерством инноваций выбран был населенный пункт Толон в Чурапчинском районе, где подключены ФАП и школа. Так, это в 59 километрах от села Чурапча, маленькая школа, в которой обучается 83 школьника. Таким образом, в Якутии стартовал первый этап подключения к высокоскоростному интернету школ и колледжей. По нацпроекту «Цифровая экономика» к сети будет подключено всего 505 образовательных учреждений. В селах, то есть образовательных организациях, расположенных в селах, должно быть интернет не менее 50 мегабит в секунду, а в городских округах, да, в городе это 100 мегабит в секунду. Но, к сожалению, имеются у нас и труднодоступные населенные пункты, для которых оптоволокно невозможно на сегодняшний день протянуть, поэтому в них будет обеспечена скорость интернета по спутниковым связям. Это первый этап по цифровизации нашей системы образования. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования на сегодняшний день идет оснащение школ новым компьютерным оборудованием. Так, в техникуме села Мар Нюрбинского района все оборудование подключено. Теперь мы не только наш техникум, но и все социально значимые объекты, которые находятся в селе, школы и так далее, мы тоже готовы, уже подготовлены к подключению этого интернета. Так что уже, начиная с будущего года, мы уже будем пользоваться этим бесплатным интернетом в рамках этого проекта. В течение 3 лет социально значимым учреждениям, подключенным по нацпроекту, оплата интернет-трафика будет субсидироваться из федерального бюджета. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день. Ну что ж, интернет – это действительно сейчас наиважнейшая вещь. Но также хочу напомнить, что вот сегодня именно отмечается праздник слепых. Я побывал в специальной республиканской школе и узнал, как учатся дети и чем увлекаются. 13 ноября отмечается День слепых, так как именно в этот день во Франции в 1745 году родился Валентин Гаюи. Педагог, который основал в Париже и в Петербурге школу и предприятия для слепых. И мы находимся в республиканской специальной школе. Узнаем о школе поподробнее. Школа для слепых у нас открылась в 1938 году в Мегино-Канкаласском улусе. В это новое здание мы заселились в 2008 году, 1 сентября. В нашей школе обучаются дети 3 видов – 2, 3 и 4. Всего детей 253. Но дети как дети. Мы любим спорт, музыку, рисование. То, во что любит заниматься, тем и занимаемся. Кружков очень много. Мы можем выезжать в дворец детства, бассейн, на каток. Также в школе очень много кружков, которые работают. Это футбол, может быть, голбол, шоу-даун. 13-го мы выедем в общество слепых, где будут награждать всех победителей разных конкурсов. Конкурса письма и чтения по Брайлю, квест-игры и разных многих мероприятий. В данное время дети сидят, программируют в образовательном проекте, где учатся программировать на питоне на международной площадке Код Комбат. Здравствуйте, меня зовут Усинов Алексей Иванович. Я участник Код Комбат, и мы учимся создавать игры. Но мы пока до этого не дошли и пока учим коды. Дети у нас живут и учатся в интернате, школа, интернат, все вместе находится. Родные посещают на выходные и на каникулы, и на Новый год. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей Валина. Сколько тебе лет? 9. В каком классе ты учишься?
3 Г-классе. Как тебе эта школа? Хорошая. Скажи мне, кем ты хочешь стать? Когда вырастешь? Психологом. Психологом? Почему? Потому что я люблю смотреть, как лечат детей. Мы были рады посетить эту школу. Кроме хорошего образования, у детей есть возможность для самореализации, есть общение и досуг. С помощью этого мы верим, что дети вырастут открытыми, счастливыми людьми. Максим Гоголев, Арсен Степанов, Новый день. Вот такой добрый сюжет сегодня в День добра. Ну а если вы, друзья, не так хорошо профессионально ориентированы, как девочка Аина из этого сюжета, то я советую вам обратить внимание на нашу следующую рубрику «Вакансии от биржи труда». Требуется инженер. Якутэнерго, ЕГРС, наличие высшего профессионального образования, инженер-программист, опыт работы не менее 1 года, ответственность. Заработная плата 51 522 рубля. Педагог социальный без категории 1 и высшее. Якутский коммунальный строительный техникум требуется. Высшее профессиональное образование по направлению подготовки, образования и педагогика. Стаж работы не менее 3 лет. Наличие справки судимости нужно будет. Зарплата 28 200. Главный специалист, эксперт отдела органалитического обеспечения, госстатистики и учета пожаров. Требуется Главное управление МЧС РФ по РСЯ. Ознакомиться можно по ссылке 14 МЧС.gov.ru, раздел «Деятельность», раздел «Трудоустройство и обучение». Информация от проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадастровый резерв Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Зарплата 27 000 рублей. Вот такие хорошие вакансии. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. И у нас сейчас по плану... Что? Новости. Новости, давайте посмотрим. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Ввести единую систему онлайн-записи детей в 1 классы предложили в Госдуме. Законодательные поправки уже готовы, и их представят ко 2-му чтению законопроекта о внесении изменений в закон об образовании в России. Такое предложение депутаты объясняют тем, что каждый год, когда школы открывают запись в 1 классы, во многих регионах собираются многочасовые живые очереди, которые родители вынуждены выстаивать даже в суровые морозы. К слову, внедрение единой электронной системы для записи в 1 классы в октябре поддержали представители Кабинета министров. Жители Якутии приглашают принять участие в акции «Спаси жизнь и стань донором костного мозга». Она пройдет с сегодняшнего дня по 17 ноября в Тиксе. Такая акция в Якутии проводится впервые. Жители республики могут подойти в Булунскую центральную районную больницу по адресу улица Больничная, дом 1. Время приема с 9 до 12, с 14 до 16 часов по местному времени. Пространству коллективной работы «Точка кипения» в Якутске исполнился 1 год. Это место, где люди, невзирая на возраст и должности, могут встретиться по любым вопросам и обсудить самые разные инициативы, проекты и социальные вопросы. За прошедший год мероприятия, организованные в «Точке кипения», посетили порядка 200 000 человек, а средняя занятость площадок составила 28-29 дней в месяц. Подобные пространства коллективной работы в ближайшем будущем могут появиться и в других городах Якутии. У нас есть своя повестка, якорная повестка так называемая, которая состоит из треков развития, то есть основных направлений. Это цифровая экономика, креативные индустрии, городская среда, наука, технологии, инновации, новые модели образования и развитие территорий. Это ключевые, и по ним мы здесь проводим разного рода активности. Сегодня свой день рождения отмечает видный политический деятель Якутии и России, первый президент Республики Саха Михаил Николаев.
Эта дата знаменательная для всех якутян, так как переоценить вклад Михаила Николаева в развитие региона невозможно. В этот день по всей республике состоится единый медиаурок «Знанием победишь-2019», в ходе которого известные люди расскажут детям о том, как политика Михаила Ефимовича позитивно отразилась на их жизни. Медиаурок рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста. В акции примут участие 26 улусов республики, а также библиотеки и школы Якутска. Сегодня он присутствует сибирского. Север – страна холодная, но живая. Под таким названием открылась выставка в музее имени Ярославского в Якутске. Она посвящена столетнему юбилею со дня рождения российского этнолога Илья Гурвича. Всю свою жизнь он посвятил изучению культуры и быта народов Сибири и Крайнего Севера. В экспозиции представлены фотографии с экспедиций из личного архива семьи Гурвич, оттиски статей с дарственными надписями. Отдельно представлена корякская традиционная одежда и предметы быта. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Ну, это программа «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Максим, мы пока с тобой еще не так близко знакомы, но я уже знаю, что ты занимаешься спортом. Насколько профессионально или больше для души? Ну, можно сказать, для себя, да, я стараюсь поддерживать свою фигуру. Ну, мне удается это не так сложно, на самом деле, как некоторым моим друзьям. Ах, какой скромный малый. Но на самом деле, да, многие те, кто занимается спортом или просто как женщины после родов и мечтающие похудеть, сталкиваются с такой проблемой, что вес не уходит. Есть у твоих знакомых Ну да, такое? ну, у знакомых, у девушек, скорее всего, да, я по секрету скажу, что да. Ну, бывает. На самом деле можно очень легко снизить вес. Буквально по 2-3 килограмма в месяц может легко уходить, если вы скорректируете питание. И здесь, Максим, нам вовсе не нужны какие-то специальные БАДы дорогостоящие или какие-то авокадо и финики. На самом деле все делается очень просто. Это мой вам лайфхак. Берете телефон, открываете Play Market, вбиваете программы для похудения, программы для расчета веса. Подбираете ту, которая вам понравится больше, и используйте. Как это работает? Там вам нужно будет вбить свой вес, рост, параметры, скажем так, степень физической нагрузки, низкая, средняя, интенсивная. И что вы хотите? Может быть, набрать вес или похудеть? Программа выдаст вам калорийный режим калорий, то есть колораж. То количество калорий, Максим, которое необходимо кушать, ну, потреблять в день. И можете именно в этой же программе посмотреть приблизительное меню или под этот колораж подобрать меню в интернете. Ну, это действительно очень полезно будет. Да, и расписать себе питание на всю неделю. Вот так вот, друзья, можно худеть. Да, ну а мы будем переходить, наверное, дальше к нашим сюжетам. У нас по плану выставка, которая сейчас проходит в музее на Ярославского. Именно там выставлены работы, предоставлены мамочками. Вот именно сегодня, да, в День добра, наверное, очень приятно будет мамам еще раз показать. Да. Тепло наших рук, специальная выставка. Традиционная выставка «Тепло материнских рук», посвященная Дню матери, в этом году проводилась в формате конкурса. Нынче у нас состоялась выставка-конкурс, на которой участвовали более 40 участниц со всех округов города Якутска и пригородов, а также Хангаласского улуса города Покровска и Горного улуса. Более 260 работ. Так как это был конкурс, было 7 номинаций. Это рукоделие, куклы, сувениры, национальный костюм. Далее были еще и декоративно-прикладное искусство и вышивка. Победительница в номинации «Национальный костюм» Татьяна Егорова – творчески активная и талантливая мастерица. Любое рукоделие, оно занимает достаточно большое время, но все равно, когда ты шьешь своими руками, когда ты создаешь что-то, ты видишь радость ребенка, потому что это и по размеру, и по цвету, оно ровно подходит так, как оно должно быть для твоего ребенка. Потом, когда ты видишь реакцию уже аудитории, тут уже тоже начинаешь чувствовать какую-то гордость и за ребенка, за себя, за свой труд. Одной из самых интересных номинаций является номинация «Кукла». Олеся Кондратьева уже 2-й год увлекается созданием кукол.
Выставка «Тепло материнских рук» – это действительно та выставка, которая помогает мамам, женщинам, которые дома творят свои работы, показать их, чтобы их видели не только родные и близкие, но и могли все полюбоваться работами. Мы в этом году участвуем с работами куклами. Очень нравится нам делать куклы. Когда начинаешь делать куклу, рождается образ уже в голове, и уже само по себе придумывается, в какой она будет одежде, как она будет дальше выглядеть. Творчество развивает, очень хорошо развивает, разнообразит жизнь. Не обязательно заниматься только домашними делами, можно заниматься еще чем-то для себя, и это приносит окружающим какой-то интерес и радость даже. Мама шила на куклы. И сайку делаю шил. Мне очень нравится сайку куклы. Тепло материнских рук в работах участниц выставки радует глаз и согревает душу. Выставка-конкурс прикладного творчества «Тепло материнских рук» посвящена Дню матери и была направлена на сохранение и пропаганду творчества мастериц, преемственность, создание условий для обмена опытом, а также выявление и поощрение талантливых и перспективных мастериц. Приглашаем вас на выставку, и мы будем вам очень рады. Год близится к концу, и мы все подводим итоги. Не забудьте подбить и свои финансы, в том числе и налоги, чтобы в Новый год отправиться без долгов. Ну, а как это сделать грамотно, нам сегодня расскажет наша гостья. У нас гостит Марина Николаевна Медведева, начальник отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов. Марина, доброе утро. Ну, я вижу, что вы выспались, улыбаетесь. Вы явно ранний человечек, жаворонок, да? Сейчас вот все индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые взносы. Правильно же, да? За себя в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. То есть то, что обычно платит работодатель. В этом году налоги нужно заплатить до 31 декабря, верно? Да, все верно. Ну и размеры, сроки, и как это сделать, чтобы все расскажу. успеть. Да, спасибо. Действительно, законом установлена такая обязанность для индивидуальных предпринимателей, кто сам на себя работает. Соответственно, уплачиваются страховые взносы. Они уплачиваются не позднее 31 декабря, то есть можно раньше, но позже нежелательно. Размер этих страховых взносов 36 238 рублей. Из них 29 354 идет в Пенсионный фонд Российской Федерации и 6 884 рубля Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу, призываю всех предпринимателей исполнить свою обязанность, которая установлена законом, и своевременно уплатить страховые взносы. Ну, не ждать 31 декабря, вторника, да, наверное. Не нужно, наверное, что надо таких золушек, уже Новый год встречать, да, бегут. Лучше. А вот сумма налогов зависит ли от суммы дохода? Да, действительно, кто-то зарабатывает, бывает и 50 тысяч, мелкий предприниматель, а кто-то уж и миллионы. Да, хороший вопрос, спасибо. Да. У нас, получается, вот по сроку 31 декабря законом установлена уплата фиксированных платежей, то есть независимо от суммы дохода. Те суммы, которые я озвучила, они уплачиваются вне зависимости от дохода. То есть 0 рублей вы получили доход, то есть совсем его не получили, либо получили доход в большем размере, скажем так, все равно вы обязаны, предприниматели наши уважаемые, уплачивать страховые взносы. Ну вот, допустим, да, если, например, я начал свою предпринимательскую деятельность 1 декабря. Если вы начали 1 декабря предпринимательскую деятельность, то, соответственно, от тех сумм, которые я озвучила, да, 36 тысяч, 1/12 часть и нужно будет уплатить страховых взносов. Ну, сразу в помощь предпринимателям тоже скажу, что на сайте Федеральной налоговой службы есть налоговый калькулятор, и вы, являясь новым индивидуальным предпринимателем, можете забить даты свои, то есть 1 декабря начало предпринимательской деятельности, предельный срок у нас 31 декабря, да, и сумма будет рассчитана налоговым калькулятором. Марина, ну смотрите, но все равно предпринимателю начинающему нужно хорошо задуматься, стоит ли вообще, как говорится, начинать лезть, да, потому что если у нас суммы фиксированные все-таки, да, а насколько будет ли выхлоп от работы, да? Правильно же получается? Ну, правильно, да. Я тут еще замечу вам, что есть еще понятие дополнительный взнос в фонды, соответственно. Он рассчитывается уже от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей. Есть вот такое понятие. 1%. То есть, к примеру, если у вас доход 450 тысяч, минус 300,
со 150 тысяч рублей берется 1%, да, то есть 1500 нужно будет уплатить по итогам уже 2019 года. 36 плюс 1,5. Да, получается так, да, безусловно, все правильно. Пользуясь случаем, тоже хотела вам довести, да, и нашим уважаемым предпринимателям, действительно, когда регистрируются индивидуальными предпринимателями, не всегда все получается. Не всегда получается вести бизнес, не всегда получается получить доход какой-то, тот, который хотелось бы, да. То есть надо понимать, что вне зависимости от дохода и факта ведения предпринимательской деятельности страховые взносы все равно платятся. Хорошо. Убытки, нет доходов, большие доходы, они все равно платятся. Есть такая норма закона, и ее нужно... А если, например, в течение года предприятие свое ИП я вот как бы фактически закрыла, что в этом случае делать? В этом случае, вот как мы с вами выше говорили, что все равно рассчитывается сумма страхового взноса в зависимости от того, когда вы прекратили деятельность, да? Но срок уплаты налога уже будет, страхового взноса, извините, не 31 декабря, а 15 дней после даты уже, как вы снялись с учета. То есть вы подаете документы в Федеральную налоговую службу, снимаетесь с учета, соответственно, в течение 15 дней сумму уже рассчитываете, и вот можно воспользоваться как раз калькулятором, который у нас есть. А вот еще у меня вопрос получается. Если я только открыл ИП, да, есть же какой-то период, где нету мало проверок, получается. Или нет? Я вот слышал такое, да, вот первый год или первые 2 года, ну, то есть ты все равно будешь сдавать отчеты, да, получается, по доходам. Ну, как бы сильно не следят, но потом уже сильно берутся. Ох, опасную фразу ты сейчас, Максим, сказал, конечно. Нет, я очень надеюсь, что наши индивидуальные предприниматели законопослушные и уплачивают налоги в бюджет соответствующие, потому что кроме страховых взносов уплачиваются еще другие налоги, да, в соответствии с тем, какую систему выбрали индивидуальные предприниматели. Конечно, нужно отчитываться, нужно уплачивать налоги, но проверки, они проводятся все равно, как бы ни было, как бы, да, налоговый контроль Федеральной налоговой службы осуществляется, поэтому, я надеюсь, что у нас законопослушные и исполняющие свои вовремя и в полной мере обязанности предприниматели. Смотрите, Марина, но если я не только одна работаю, да, если у меня есть работники, то в таком случае сколько я должна отчислять, когда отчислять? Да, вот тоже очень распространенный вопрос среди предпринимательского сообщества. Индивидуальные предприниматели оплачивают страховые взносы именно тут по 2 основаниям. То есть за себя, что мы с вами проговорили уже, да, и второе основание – это за своих работников. То есть суммы выплат, которые начисляются в пользу работников, индивидуальные предприниматели также должны уплачивать страховые взносы. То есть в этом случае работодатель ИП выступает как любая другая организация, да, в отношении выплат своих работников. То есть уплачивает. А вот самозанятые оплачивают налоги? Самозанятые лица, вы имеете в виду без регистрации. Да, конечно, вот как раз уже Новый год скоро, да, и у нас кто-то будет какие-то свои там тортики, может быть, продавать или какие-то еще изделия. Значит, в этом случае все-таки, если это системный характер носит эта деятельность, то мы, конечно, настоятельно рекомендуем зарегистрироваться в качестве ИП. Если же это какая-то все-таки такая эпизодическая деятельность, да, не приносящая большого дохода, да, то, в принципе, можно просто представлять декларацию формы 3 НДФЛ, уплачивать 13% с полученного дохода. Соответственно, по окончании календарного года уже. Марин, и в конце нашей беседы совсем коротенько. Когда же нам ждать уведомления о вот этих выплатах? До какого числа? Налоговый орган уже, в принципе, начали рассылать уведомления, но мы призываем все-таки всех уплачивать самостоятельно, исполнять свою обязанность. Марина, большое спасибо. Хочется пожелать вам ответственных налогоплательщиков. Да, спасибо большое. Друзья, а мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Современные школы предлагают учащимся различные виды дополнительного образования. Кружки, секции, факультативы. Сейчас мало кого удивишь кружком робототехники и театральными кружками.
Но не с каждой в школе имеется гончарный кружок. Ух ты, я бы сама сходила. Да. А ведь история гончарного ремесла уходит глубоко за корнями в прошлое, в то время, когда производство посуды было ручным и делали его из глины. И в наши дни в учебных заведениях начали возрождать старые промыслы. Например, в школе номер 3 города Покровска успешно функционирует и пользуется популярностью среди учащихся кружок «Гончарное дело». Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. Гончарное дело – невероятно увлекательное занятие. Тем, кто однажды попробовал, трудно отказаться от повторного свидания с глиной. Природный материал, часть нашей планеты, в маленьких детских ручках превращается в предметы, скульптуру, посуду, игрушки. Лепить из глины не только занимательно, это еще и чрезвычайно полезно для здоровья и общего развития ребенка. Но гончарное дело полезно для моторики рук, фантазия самое главное, и развивает эстетический вкус ребенка и вот нервную систему. Самое главное, они когда работают, успокаиваются. В Покровской средней школе номер 3 кружок «Гончарное дело» начал свою работу 3 года назад. Гончарное мастерство осваивают учащиеся со 2 по 10 класс в специальном кабинете, где созданы необходимые условия для творчества. Есть такие виды оборудования, как гончарный станок и муфельная печь. По учебному плану у нас рассчитано как 1 час в каждом классе. Но помимо этого увлеченные дети приходят в любое время. Это минимум 1 час, а могут в любое время после обеда заниматься гончарным делом. Очень нравится и девочкам, и мальчикам. Прежде чем приступить к лепке из глины, ребенок изображает на листе бумаги будущую фигуру и затем тренируется на пластилине. Стоит только юным художникам взять в ладони глину, у них начинают активно работать идея, фантазия и воображение. Преподаватель кружка Юрий Романов лишь помогает, подсказывает удобный путь и технику. Как давно посещаешь кружок? Недавно начал. Да. А почему именно гончарное дело? Мне просто захотелось, мне понравилось это гончарное дело. Что это такое? Человек-рыба. А? Человек-рыба. Человек-рыба. Ты его сам придумал или где-то? Видел. Что это, мультик какой-то, да? Игра. Кружок «Гончарное дело» доступен также и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Покровской средней школе номер 3 насчитывается 51 особенный ребенок. Часть из них периодически посещают школьную гончарную мастерскую, а с некоторыми Юрий Романов занимается индивидуально на дому. Они справляются очень хорошо, потому что некоторые дети даже не умеют говорить. Они проявляют свою творческую работу, когда они хотят. И говорят вместо слов изделиями. Гончарное дело определенно пользуется спросом в данной школе, ведь уже запланирован переезд мастерской в более просторный кабинет, где еще больше детей смогут открыть для себя занимательный мир лепки из глины. Специально для «Нового дня» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Друзья, в начале ноября в Москве прошел Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья, успешная Россия». Якутские предприниматели, естественно, также представили свои проекты. Сегодня очень рады мы с Максимом приветствовать в нашей студии наших таких очень энергичных гостей. Это Наталья Сычевская, начальник Центра выращивания проектов «Центр Мой бизнес». Наталья, доброе утро. Доброе утро. И Нергуяна и Николай Заморщиковы, участники Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья, успешная Россия». Доброе утро. Наталья, чему был посвящен этот форум в Москве? В общих чертах. Да, второй, Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья, успешная Россия», как вы сказали, уже проходил 6-7 ноября в Москве. Организаторами данного форума выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации. В течение 2 дней была очень насыщенная деловая программа, было представлено очень много площадок, таких живых дискуссий, да. Также была представлена выставка и проходили какие-то практические семинары, мастер-классы. Да. Для предпринимателей? Да, для предпринимателей, без же контактов, то есть презентации компании перед торговыми сетями. Основная цель, данного форума – это создание какой-то единой коммуникационной площадки для представителей семейного бизнеса России, да,
для обмена опытом, да, для обсуждения каких-то проблемных вопросов, да, а также значит, цель форума была выявление каких-то сдерживающих факторов, да, развития семейного бизнеса у нас на территории России. Значит, сейчас ведется работа по вообще по законодательному закреплению понятия семейное предпринимательство, да. Что это такое семейный бизнес, что из себя представляет, каков процент участия одной семьи должен быть, да. Значит, будут вноситься изменения в 209-й федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Ну, все по закону. Нюргияна, расскажите о себе, что за бизнес и что это такое, семейный бизнес в общем. Ну, Нюргияну Николай это знает у нас в городе, в республике, но все-таки поделитесь, с чем поехали на форум. Мы производители чая, самого северного чая, у нас проект Сахачай, и вот как раз-таки семейный. Мы с супругом, если я отвечаю больше в нашем бизнесе за продвижение, за реализацию продукции, а мой супруг Николай больше за производство. Также все наши дети, старшие дети участвуют именно в процессе всего вот нашего бизнеса. Ну, у вас действительно семейный подряд, да? Что вам дало участие вот в этом форуме? Из практических соображений, помимо впечатлений каких-то, что нового подчеркнули? Форум? Да, в бизнесе, вот, какие советы вот с этих вот, скажем, лекций, встреч? Польза какая-то. Да. Польза какая? От нашего продукта имеете в виду, да? Ну, или для вашего бизнеса. Ну, вообще для ведения бизнеса, для себя лично, да. Ну, вообще вот мы как работаем в тандеме, да? Я чисто за производство, Нюргияна за продвижение. В общем, мы как-то дополняем друг друга. Дополняем, и как бы у нас постоянно идут какие-то обсуждения, там, в каком направлении двигаться, там, какие-то новые идеи, все вот. Допустим, если семейный бизнес, он отличается вот, ну, как от обычного, да, чем мы очень много спорим. Мы очень много общаемся, мы при этом не уволишь. обсуждаем. Да, вот. Если в обычном бизнесе, допустим, босс сказал сделать, значит, надо делать. Да. А у нас как бы там и за, плюсы, там все обсуждаем, там, как говорится, все плюсы, минусы, там, очень-очень честно. Мне кажется, семейный бизнес тогда гораздо сложнее, чем обычный. Ну, да, в этом плане, да. Ну, надо будет, наверное, обозначить свои границы, рамки. Ну и какой-то а вот то, что в форуме, это такая уникальная площадка была, когда вот мы напрямую общались с разными федеральными чиновниками. Например, вот Николай общался с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, где мы говорили вообще в целом о производстве иван-чая, об открытии отрасли. Также мы представили, ну, уникальная такая возможность представить свою продукцию перед федеральными сетями. Там они сидели прямо, мы рассказывали про свою продукцию. Это, ну, не всегда такое, ну, есть такая возможность для производителей, да, и вообще, конечно, мы встретились с крупными семейными, которые прямо династиями передаются. Это получается со всех регионов России приехали лучшие из лучших, да, и то, что мы были среди них, для нас это, конечно, очень большая мотивация, как-то, ну, как-то так хорошо. Наталья, ну, это вот прекрасно, что наши земляки съездили, но если у кого-то нет возможности или кто-то не успел со своими проектами съездить в Москву, что-то в ближайшее время, ну, хотя бы отдаленно напоминающее, планируется в Якутии для предпринимателей? Ну, вот, значит, 20-21 декабря у нас планируется проведение республиканской межотраслевой выставки «Бизнес-Экспо-2019». Значит, выставка будет проходить на базе спорткомплекса «50 лет Победы». Сейчас у нас как раз ведется прием заявок. Значит, участие для предпринимателей бесплатное, но мы будем отбирать проекты наиболее интересные. Да? Заявки вы можете подать через наш портал portal.b14.ru. Вся информация по, значит, документации, да, по критериям отбора там представлена. Я вот призываю всех предпринимателей, значит, активно участвовать, заявить о себе, значит, на республиканском уровне. Да, чтобы как Николай Нюргияну что-то новое подчеркнуть, да? Да. И у меня вопрос, что такое семейный патент? Да, какое-то новое понятие вводят, да? Семейный бизнес. Патент. Патент. Нет, это не патент. Это семейный бизнес, это вообще вот, это достаточно такое новое явление, да? Но с точки зрения законодательства. Хотя вот в России, допустим, очень много вот семейного бизнеса, но есть вот, допустим, у нас на северах это полностью семейный бизнес. Те же родовые кочевые общины, это есть, а 100% семейные. Юридического понятия как бы имеют не было, какие-то да? вот древние вот корни там, так далее, так далее. Да, вот, ну как, наши оленеводы, это вот
Ну, это обычное дело, да, получается? Да. Испокон веков, дедушка, Вот на отец, форуме вот сын были семьи, занимается которые рыболовством. вот, они насчитывали свою какую-то вот родословную, да, вот, допустим, именно в части какого-то производства, да, там 11 век, допустим. Представляете, эти 9 веков традиционный семейный бизнес. Это вот семья была из Златоуста. Они вот ножи делают. Ножи, мечи, короче. И вот у них с 11 века вот это вот все, как династия идет, вот, клан вообще. Просто, да. И вот они вот представили своих детей, вот показывали. Вот говорят, наши наследники, преемники, они будут наш бизнес дальше. Вот, 9 веков работают. Кузнецы. Да. Были братья, которые вот занимаются переработкой мусора. Они начинали с того, что они какие-то вот бытовую технику перерабатывали, и сейчас являются крупнейшими как бы переработчиками мусора. Они говорят, вот мы начали с малого и пришли к таким высотам, да? Есть же радиодетали, там золото. Вот. Они говорят, что у них оборот 3,5 миллиарда рублей. Боже. Это вот Никогда бы не подумала, что да, из какой-то старой... Да. В общем, форум дает такие возможности. Мы там посмотрели на семейные бизнесы, там практику. Спикеры рассказывали, как они там работают. Вот, допустим, это вот на Западе 80% бизнеса это вот семейный бизнес. Ну, в конце беседы хотелось бы, наверное, задать и такой очень хороший вопрос. Нургуяна, Николай, ведь вы не единственные поехали, да? Вы представляли чай. Наталья, а кто еще с Якутии, какие проекты там продвигался? Так, значит, в число нашей делегации вошли 4 семейных предприятия. Это представители швейно-производственной компании «Керев» в лице семьи Колесовых. Это ювелирная компания «Агору-Тум» семьи Заболоцких. Значит, это многопрофильная компания «Арктика» в лице семьи Чириковых, да, из Верхоянского улуса. Ну и вот представители, значит, Сахачай в лице семьи Заморщиковых, да. Это, значит, те участники, которые проходили по линии Центра «Мой бизнес». Они были отобраны по итогам конкурса. Конкурс у нас проводился в сентябре. Было достаточное количество заявок, но вот комиссия, значит, по итогам конкурса отобрала наиболее такие успешные практики. Спасибо большое, что вы пришли. Семейный бизнес – это действительно что-то новое и очень-очень интересно. И хочется пожелать успехов, и чтобы вы процветали, и мы тоже все процветали. Друзья, ну а мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, после у нас будут интересные гости. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». Я надеюсь, у вас такое же отличное настроение, как у нас с Максимом. Завтракайте, заправляйтесь хорошим чаем. Кстати, у него 15 декабря будет День всемирного чая. Заряжайтесь энергией и отправляйтесь на работу. Кстати, на улице немножко морозно. Погода на сегодня. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В заречных улусах минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30. В южных минус 26, днем минус 24, минус 25. В Вилюйских минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских минус 30, минус 38, днем минус 31, минус 35. В западных минус 24, минус 37, днем минус 22, минус 30. В Колымо-Индигирских минус 11, минус 22, днем минус 7, минус 20. В Янских минус 18, минус 26, днем минус 18, минус 23. На северо-западе минус 26, минус 43. 43, действительно, северо-запад у нас лидирует. И днем минус 24, минус 38. В Якутске в 6 часов утра. Температура воздуха минус 26, минус 28. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 22, минус 24 градуса.
грандиозные скидки. Черная пятница. Только да. сегодня, только для вас. Эти рекламные лозунги звучат почти из каждого телевизора, планшета. И некоторые наивные люди продолжают верить, что магазины дарят им особое предложение. Но вот эти скидки в последнее время не работают. Почему? Раскроем глаза. Да, нашим раскроем глаза. телезрителям. Давайте посмотрим следующий сюжет. Любимое занятие нечестных продавцов – придумать какую-нибудь космическую цену, гордо ее перечеркнуть и заявлять на каждом углу о невероятных скидках до 90%. Вот, к примеру, эти наушники, которые якобы стоили больше 12 тысяч рублей. Правда, сам производитель не знает, что у него эта модель вдруг подорожала в несколько раз. Но чего не сделаешь ради развода доверчивых покупателей. На самом деле эту же модель можно купить в российском магазине заметно дешевле и без ожидания доставки из Китая. Но не думайте, что обманывают только китайцы. Отечественная торговля точно так же старается хитрить, даже если бьет себя в грудь кулаком и открыто заявляет в рекламе о честности скидок. А вот и хороший пример. Известная российская компания обещает реальные скидки, но когда начинаешь их проверять, оказывается, что все как всегда. Кофемашина, которая якобы продается с невиданной щедростью за 19 990, буквально недавно в этом же магазине продавалась за 17 990, что легко проверяется через поиск в пару кликов. Магазины пользуются массовой психологией боязни упустить выгоду и накручивают цены. В итоге те, кто старается сэкономить, наоборот, переплачивает. А вот и самое интересное. Если с российскими магазинами проверять цены приходится через кэш поиска или на маркете, то с AliExpress, к примеру, все гораздо проще. Есть специальные утилиты, которые показывают динамику стоимости товара детально по дням. Смотрите, как красиво продавцы задирают ценник на распродажу 11 ноября, а после нее сразу опускают. Изредка небольшие скидки действительно можно найти, но их исчезающе мало. И в основном они заканчиваются в первые минуты распродаж. Особенно это актуально для Черной пятницы. Будьте осторожны сами и предупредите знакомых и друзей. Всех тех, кто может попасть в сети хитрых маркетологов. Внимательно проверяйте цены и удачных вам покупок. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. 14 и 15 ноября в Якутске ученые, музейные сотрудники и работники культуры соберутся на Всероссийском научно-практическом конференции международным участием, посвященную к столетию со дня рождения выдающегося российского этнолога, ученого северного доктора исторических наук профессора Ильи Самуиловича Гурвича. И у нас в гостях мы рады приветствовать в нашей студии Екатерину Назаровну-Романову, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований из проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Да. И Марию Гурвич, или Байчу, как еще вас знают, да, антрополога компании Google, дочь Ильи Самуиловича Гурвича и его внука Дмитрия Андреевича Лукашова. Доброе утро. Доброе как утро. У вас настроение? Ну, вроде как проснулись, да? Доброе утро. Да. Екатерина Назаровна, почему конференция посвящена именно этому ученому? Чем он был так знаменателен, скажем так? Ой, если говорить об Илье Самуиловиче Гурвиче, хочу сказать, что ему исполнилось 100 лет. Это целый, конечно, отрезок времени, который нам, молодому поколению исследователей, нужно осмыслить, изучать. Дело в том, что сегодня все мировое сообщество обращено к Арктике. Мы все знаем, очень много разных проектов, идут исследований. Вот надо сказать о том, что Илья Самуилович Гурвич – это один из тех исследователей, который еще в 40-е годы начал изучать север Якутии, а затем и арктическое пространство. Вы знаете, мало таких, наверное, людей, которые приезжают, а он приехал в годы войны в Якутии по распределению учителем в Оленёкский район. Вот, и там стал директором, и там получил посвящение этнографу, можно так сказать. Очень много работал, нашел очень много интересного материала, выделил якутов, северную группу якутов. То есть я хочу сказать о том, что Якутия, она такая большая у нас, и везде разные интересные обычаи есть, традиции и так далее. И поэтому... И вот он как этнограф все это изучал и систематизировал. Да, совершенно верно, да. И я хочу сказать о том, что даже потом, будучи, когда он уже уехал в Москву, и потом уже работал заведующим сектором
севера в Москве в Институте этнологии и антропологии, он никогда не забывал Якутию. Вот, поэтому я хочу сказать о том, что его труды, очень много у него трудов, исследований, они сегодня должны быть переосмыслены по-другому. Вот у нас как-то всегда бывает советский этнограф, потому что он же в советское время был. Да. Но настоящий ученый, его научное наследие, оно всегда обращено к новым поколениям. И мы должны сегодня переосмыслить. Я хочу единственное сказать, что конференция посвящена ему, но и называется она очень интересно «Эхо Арктической Одиссеи», потому что это один из тех редких исследователей, который изучал не только нашу Якутию, но и весь северо-восток России, тогда Советского Союза, Камчатка, Чукотка, вот как раз Якутия. Но у меня вот есть вопрос к Марии, да. Марии и Дмитрию, да, перейдем, наверное, к ним, потому что вы приехали к нам, ой, как издалека, из Америки, да? Мария, вы помните своего отца? Вот каким он был? Если Екатерина Назаровна восхищается им как величайшим ученым, то каким он был человеком? Он был... в его жизни север имел огромную роль. Я росла и Якутия, и север, и якутский язык, и якутская культура. Это большое счастье быть здесь, потому что я с этим выросла. Он об этом всегда рассказывал. В нашей жизни присутствовали обряды и традиции. Приезжали его ученики отсюда. Я хочу передать большой привет всем людям в Оленьке и вообще всем людям в Якутии, потому что это огромное счастье для нас быть здесь. У нас присутствовали различные предметы из Якутии. Он очень всерьез занимался языком, традицией, обрядами, культурой, этими предметами, которые привозили люди или которые он собирал здесь. И вот я даже привезла его некоторые письма, где он говорит, что я очень вырос духовно в Якутии, на многое стал смотреть по-другому. Этот год хорошее дополнение к университетскому образованию. Это его первый год в Якутии. А ведь это в какие года было и насколько было сложно даже с чисто бытовых условий? 40-е годы. Он добирался 21 день до Оленька, он пишет в своих письмах. Дмитрий, расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я знал деда Илья Самойловича в детстве. Он был очень добрый человек, очень порядочный, мне все так говорили тоже. Я о себе могу рассказать. У меня, я занимаюсь в сфере IT, я программист, разработчик. Что интересно, я когда приехал, мне сразу сказали, что здесь тоже растет отрасль. Очень развитые технологии. Майтуна, компании другие. И также заметил, что мне очень было интересно, что вот малочисленные языки тоже пользуются этими технологиями, чтобы продолжать разработку разных программ, чтобы дети и даже взрослые могли продолжать изучать юкрагирский. Ну вы на самом деле, видимо, фанат своего дедушки, приехали просто вот насладиться этой атмосферой, как бы погрузиться. И вы в Якутии впервые? Первый раз. Мария, вы? И как вам? Конечно. Как ваше впечатление? Впечатления самые потрясающие. Я не могу насладиться, все время смотрю в окно и хочется гулять по городу. Люди выглядят очень счастливы, очень нарядно, очень интересно. У вас какая программа на ближайшие дни, помимо вот научной? Научная конференция, но я бы хотела как можно больше посетить музеев, узнать побольше про город и про людей. Я немножечко скажу про культурную программу. Сегодня наши гости в 12 часов пойдут в Дом Арчи. Вы прекрасно знаете, что когда люди приезжают издалека, нужен дорожный обряд. Поэтому вот в 12 часов у них будет дорожный обряд. И сегодня, если все будет у них замечательно, они поедут в Царство Вечной Мерзлоты. А с завтрашнего дня очень большая плодотворная работа. У нас очень много секций, круглых столов, потому что творчество Ильи Самойловича безгранично. Вот, и поэтому, конечно, приедут наши коллеги, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Вот у нас очень будет такое, скажем, плодотворное научное сотворчество, скажем вот так. хотелось бы еще вот не отпускать вас, к сожалению, скоро придется заканчивать русский блок эфира. Мария, Дмитрий, как вы, возможно, вот эти ваши знания из этнографии, может быть, применяете в своей деятельности? Вы я антрополог Google, тоже. Да, я антрополог тоже, и мой отец всегда говорил про преемственность. Он всегда подчеркивал, как важно быть ученым. Это очень помогает в жизни. Ну, большое спасибо, наверное. Придется прощаться, к сожалению. Я просто смотрю, и просто у меня нет слов, да,
я с радостью вас с радостью. Мы сразу с вами познакомились. Да. И Спасибо хочется большое. пожелать вам в Якутии. эти дни насладиться Якутией по полному. Я думаю, что это не первый приезд наших коллег. Они еще Мгм. обязательно побывают. Спасибо большое Ну, а мы передаем Гею якутскому и блоку. Алексею. Да.